любой. Добрый день. Скажите, пожалуйста, зачем вы сюда принимаете меня? Каковы ваши действия? Будете штурмовать крымский татар? Вы можете прокомментировать? Мы в прямом эфире. А каковы ваши действия? Вы будете сейчас... Аккуратнее, аккуратнее, споткнетесь. Скажите, пожалуйста, вы можете прокомментировать? Девушка, сзади руководство, оно все дает все комментарии. Аккуратнее, аккуратнее. Не упадите. Не упаду. Скажите, а вот вы сюда все вместе идете, что вы будете делать? Просто можете прокомментировать, сказать? Вы Охранять будете сейчас публичный охранять порядок. крымских татар, которые хотят освободить? Нет, мы никого не будем. Вы хотите препятствовать? Короче, шаг. Как мы видим, сотрудники правоохранительных органов отказываются комментировать. Там Кива идет. А вы не комментируете, да? Скажите, а вы за поставки электроэнергии в оккупированный Крым? Провода. Давай. Что вы сейчас будете Я могу прокомментировать одно, что все комментарии дает Центр общественных связей. Вы будете пикетировать сейчас крымских татар? Нет, мы не Вы будем. будете мешать участвовать им? Девушка, отойдите, вы мне мешаете. Героям слава! А что, а куда вы будете? Что куда? Что вы будете сейчас делать? Вы будете разгонять крымских татар? Нет, мы не будем разгонять. Мы хотим, чтобы подъехала сейчас ремонтная бригада и отремонтировала, Вы считаете правильно? обезвредила вот эти лежащие провода. Так они и так без напряжения. Вы уверены? Да. Я не специалист. Скажите, а вы считаете правильно поставлять электроэнергию в оккупированный Крым? Я не комментирую эти вопросы, девушка. Почему? А откуда я знаю, куда эта энергия идет? Я же не специалист, я вам говорю. Укрэнерго сказала, Ну вы знаете, а я не знаю. Уберите, пожалуйста, в лицо мне его не тыкайте. Левой стороне оставляем людей. Поправо, поправо. Поправо оставляем. Провода под ногами. Слава Украине! Проходим. У тебя Цепью. точно такое отец! Что вы делаете? Мы ж такие, как вы. Отходим, пацаны, отходим. Что вы творите, ребят? Что же вы творите? Пацаны, отойдите. Не трогай его. Ребята, пошли. Давай! Вы против кого идете? Против кого идете? Против кого идете? Стоять, я сказал! Я сказал стоять, блядь! Стоять! Хорошо. Все. Стоять! Все. Угомонились, стали. Так, аккуратнее. вы будете стрелять в крымских татар, которые защищают свою родину? Вот так вот и Украину. Вот то снимай. Асан! Все автоматы на предохранитель! Асан! Да не хватайте людей! Подняли на меня! За оружие не хватает!
тихо, отойди! Отойди, я сказал! Кто ты такой, блядь, Да сказал? посмотри, я сейчас ударю! Руки нахуй бери! Да не могу! Хорош, пацаны! Что, пацаны, Снимайте его! А тихо! На людей ствол! Да не стану я никакой... Вытаскивал! Как это что? Вытаскивал пистолет на людей! Мужики, я прошу вас, пожалуйста. Тихо. А что вы, Руками! да не трогайте руками! Отпусти! Отпусти! Отпустите! Ты что, Отпусти! Да не кидайся на людей! Успокойся! Со стволом кидаешь? Сюда, сюда идем. Как вы за Украину, блядь? Вы степали, чисто степали, блядь. Они за Украину, блядь. Все, пусть идет. Вы нормально, блядь, вы нормально делали. Сюда идем, Асан. Сюда, Асан, Асан, идем к опоре. Давай стреляй! Ты пошел против народа. Приказ. Ты пошел против народа. Ты пошел против народа. Можете прокомментировать, почему вы разгоняете крымских Мы не разгоняем. Мы не разгоняем крымских татар, мы всего лишь даем возможность обеспечить электроэнергией Херсонскую и Николаевскую область. Считаете правильным обеспечить электроэнергию? Нет, ни в коем случае. Оккупированный Крым неправильно обеспечивать. Эти линии... Послушай, я не с вами воюю. Послушай, ты не прав. Ты сейчас, ты немножко неправильно оцениваешь ситуацию. Иван, ты неправильно оцениваешь ситуацию. Иван, неправильно ты оцениваешь ситуацию. Еще раз говорю, Иван, я только что я стоял и говорил, что, послушай, Иван, ты сейчас неправильно Я оцениваешь. правильно оцениваю. Я вижу людей в форме с оружием против людей. Не, ни в коем случае, не против людей. Ни в коем случае. Они мало того, что шли, еще и били бы. Никого никто не бил. Рукой никто... Как не забыли? Человек Послушай, себя не прикрыл своим. Послушайте, в данном случае, сейчас Илья, там дайте есть- нам выполнить задачу. Ни больше, ни меньше. Какая ваша задача? Прокомментируйте. Какая ваша задача? Наша задача дать возможность сделать ремонтные работы, чтобы в случае падения этих опор не пострадали люди. Ни больше, ни меньше. Скажите, вы будете Это чтобы кормить этих, да? Не, никого не собирается кормить. Наша задача сейчас... Никакой силы никто не применяет. Наша задача всего лишь навсего дать возможность провести ремонтные работы, чтобы в случае падения столбов не пострадали люди. Ни больше и ни меньше. Эти столбы находятся в аварийном состоянии. Здесь находятся гражданские. В студии, если в случае падения этих столбов пострадают гражданские, кто будет нести на себе эту ответственность? Будут проводиться ремонтные работы по сдаче электроэнергии в Крым? Всего лишь навсего столбы укрепят сейчас для того, чтобы они не упали. Ни больше и не меньше. Дальше шел только Крым. Не, никто, послушайте, те, кто столбы лежат, их никто не собирается поднимать. Задача стоит, чтобы эти столбы, которые находятся в аварийной ситуации, они не идет, и по этим ток не идет. Послушайте. У вас в магазине боевые патроны? Нет, конечно. У меня... Да я дело все в том, что послушайте. Зачем ты с автоматом пришел? Илья, зачем ты с автоматом пришел? Потому что ситуация, и я меня есть нахожусь автомат. в приграничном... У меня есть автомат. Он вам не положен. У меня есть автомат. Мне положено... А ты
зачем с автоматом? Потому что мне положено оружие по моим... Хорошо, положи его в сброярню и все. Зачем ты с автоматом пришел? Еще раз, вы Ты в меня слышите? будешь стрелять? Нет, конечно. Я здесь Положи охраняю автомат. гражданских. Положи Давай вы не автомат. будете Кто мне... гражданский? Здесь есть гражданские лица. А можете прокомментировать, почему сотрудники правоохранительных органов применяли силы против крымских татар? Никто не... Я не видел это. Я извиняюсь, я просто не видел этого. Потому что нападали на людей, которые выполняют свою боевую задачу. В данном случае у нас стоит задача дать возможность провести ремонтные работы, которые, в свою очередь, не дадут возможность пострадать гражданским людям. Не больше и не меньше. Боевая задача проводится, когда против тебя... Приграничная зона. Приграничная зона. Вы можете показать дедушка, который... Нет, я никому ничего не собираюсь показывать. Еще раз говорю, я ничего не собираюсь никому показывать. А что ты Я собираешься? Это свои херсонские все, братан. Послушай, я еще раз говорю, я попросил, дайте мне провести ремонтные работы, и пусть столбы лежат. Но они что не приехали. Пусть ремонтники Так придут, сейчас покажут. придут ремонтники. Но мы будем здесь тоже находиться. Конечно, все будут находиться. Слушай, я не знал, какая ситуация, моя задача охранять. Свет захватил в большом большом. Да не все здесь автобусы в машине. Что зачем? Вот Да нам это не впервые. Мы-то готовы умирать, а они с нами вместе готовы, нет? А вы вот сюда сели, что вы этим хотите доказать? Вот этого дедушку ударил прикладом, из-за чего я сразу на него накинулся. Он его ударил, из-за чего я накинулся и повалил возле машины, вы это видели. Когда он прикладом при мне ударил этого человека. До этого я не применял ни рук, ничего, я просто стоял спокойно, не пускал. Простой народ будет защищать Украину и Крым освобождать. А от этих, я смотрю, толка никакого нету. Поднимайтесь, люди. А почему вы сюда залезли? Умирать будем здесь. А они готовы умирать. За Украину, за Крым. Солдаты, не больше, не меньше. А мы гражданский Солдаты. долг. А мы гражданский долг выполняем. Да не Россия, а просто-напросто, чтобы часть Херсонской и Николаевской области не замкнула. Это демагогия, это слова, это пустые слова. Это не блин. слова пустые. Это пустые слова. Это не слова. Это пустые слова. Это не слова еще. Ты прикрываешь, блин. Блин, я же знаю, что ты воюешь и все. Ну как здесь вот так? делаю. Нормальный пацан. Ты Был, блин, был. Ты не суди, пожалуйста. Братан. Был, есть, А что ты с сейчас динамита. Я с группой покойного Вот динамита. сейчас ты себя показал. Да ты подожди, ты... Слушай, ну как так, блядь? Ну как так, пацаны, Илья? Я себя скажи, блин, показал. скажи мне. И не тебе судить, где А я кому себя судить? и как А кому показал. судить? А кому судить? Сейчас тут показываешь. Что Да, я говорю. Что не так пошло? Я просил дать возможность мне отремонтировать столбы. Вот и все. А? Чтобы на Херсон... А? Чтобы Россия Нет, жила ни в светом, коем Илья. случае. Так Я давай ж- обрежем Послушай, провода и отремонтируем Послушай, я столбы. тебе просто хочу сказать, что на сегодняшний день те столбы, которые лежат, пусть они лежат. Правильно? Это я приехал и сказал. Те столбы, которые лежат, пусть они лежат. Те столбы, которые находятся в аварийном состоянии, дай мне их привести в нормальное состояние, чтобы они не упали. Не, просто я говорю. Вот моя была просьба. Я пришел и попросил. А когда начнется... Да, пускай снимаются все сюда. Давайте все. Посмотрите, я с ним передавался, поговорил. Еще плевать можно.
Автоматами, а здесь, короче, прикладом ударили одного человека. Очень сильно. Стоят здесь, мы спросили у них, типа, у вас боевые, типа, патроны, покажите, они говорят, нет, не боевые, но они патроны отказали показывать. Приехали человек 70 правоохранителей, нацгвардии, батальон Херсон во главе с Ильей. Ты хочешь крови? Ты мне ответь. Ты хочешь крови? Крови никто не хочет. Значит, тогда раздвинь кольцо, пожалуйста. Я по-человечески прошу. Здесь Я тебя прошу, раздвинь. мы не будем разговаривать с друг другом в ультимативной форме. Вот и все. Раздвинь кольцо. Мы не будем разговаривать с друг другом в ультимативной форме. Ни больше, ни меньше. Илья, ты знаешь, что сейчас смотрит вся Украина на тебя, ты понимаешь? Я понимаю прекрасно, я выполняю поставленную задачу по ремонту данной электроопоры. Ни больше, ни меньше. Я же тебе говорил. Ты же понимаешь, в каком ты сейчас положении оказываешься. Ты, же понимаешь, ты идешь против украинского народа. Я не иду против Ты идешь Украины. против крымско-татарского народа. Я не иду Ты против. сейчас помогаешь оккупантам, Я ты не отправляешь помогаю им сейчас никогда туда свет. И оккупантам. сейчас ты боевой командир, который в АТО, с АТО пришел, привел Херсон, который с нами вместе здесь. Он и будет дальше сейчас ты сюда защищать интересы Тогда народа вот мы и есть Украины. народ Украины, Я мы и знаю. есть. Поэтому защищай моя нас. задача, и я вас и защищаю. Почему оружие в нашу сторону направил? Никто в вашу Ты в нашу сторону не в направил вашу оружие. сторону, Ты в нашу сторону направил. никто в вашу Разверни, сторону. отведи солдат отсюда. Ты офицер, ты кадровый Я офицер. Ты стоишь для того, офицер, чтобы сделать так, чтобы здесь мы, всё народ правильно. Украины, Народ были защищены. Украины защищен, был, есть и Все, будет. тогда мы должны быть Был, защищены. есть Убери и отсюда, будет. убери Мне отсюда. нужно дать возможность провести ремонтные работы. Ты помогаешь- Ни в коем ты помогаешь случае. Я кормить никогда не помогал оккупанту. Ты помогаешь кормить Я оккупантов. никогда не помогал оккупанту. И ты это знаешь. Я никогда. Ты внутри это понимаешь. Я знаю одно, что мне нужно всего лишь навсего провести ремонтные работы, чтобы в случае падения столбов не пострадали гражданские. Ни больше, ни Убери меньше. солдат, и мы отсюда отойдем в свою палатку. Отойди, убери солдат, мы в палатку. Гражданских здесь не будет. Все, убери солдат. Почему мы сразу не могли об этом? Все, мы в свою палатку уходим, все. Я же предлагал. Все, давай убираем солдат, и мы уходим в палатку. Отодвигай своих солдат на 200 метров. Ну, Давай. Давай. Вопросов нет. Хорошо. Давай, отодвигай. И оружие разворачиваем в сторону, да, в ту сторону. Давай, команду давай. Хорошо. Давай. А ты убираешь тогда в палатку. И мы тоже в палатку, и ты там стоишь, и мы там стоим. Давай, все. Давай уходим отсюда. Давай. Сейчас я все. Сейчас люди выйдут, и я дам команду. Люди выйдут, я дам команду. Сейчас люди выйдут, я дам команду. Подразделение! Построиться в две шеренги в 50 метрах от столбов. Две шеренги! Стоит! Марин, как вы оцениваете события, которые происходят сейчас? Да все равно закон, как это, по-человечески должен быть, как-то понятие должно быть. Вообще даже у этих же даже самых мусоров, вообще. Они что, это получается, Крым отдали России, да? Да. Вы что, пацаны, вы что, вас сепарами можно назвать, что ли? Оу? Ну ладно, все, слава Украине, ребята! А теперь команда мне стрелять. Шаг назад. Я делаю шаг назад. Мы стоим. Шаг назад! Мы уходим в палатку, вот наша палатка. Ты уходишь на палатку. Шаг, один шаг. Палатка наша, ты уходишь на палатку. Убираем машину.
Я ухожу, я передвигаю. Убираем. Стойте, стойте, не передвигайтесь до палатки. За палатку. Мы стоим здесь. Мы уберем, когда ты встанешь за палатку. Становишься там на безопасное расстояние от мирного. Я Да, люди на самом деле. У нас девушки есть, они пугают. Бери девушек домой тогда. Девушки должны быть дома. Поэтому выдвигайся за палатку, за стол. Я делаю так, как я считаю нужным. Я тоже делаю так. Я понял. Мы здесь будем стоять, пока ты не уйдешь. Мы, потому что здесь приграничная зона. Замечательно. Приграничный прикордон. Я здесь представляю. Не разводи разговор. Вы, которым Не гордились и разводи говорили, разговор. Киева один из нас. Шаг назад делай. Херсон — это новый батальон, который должен Еще быть раз сейчас говорю, не один из нас. разводи разговорами. А Ленур. вы сейчас то, что делаете, Ленур, сейчас не разводи меня пришел сюда разговорами. с оружием Я угрожать пришел всего лишь навсего для обеспечения правопорядка Киева и Илья, законности. который пришел из Шаг народа, назад. САТО, герой ДАТО, а сейчас пришел с оружием сюда на мирных граждан. Вынимай человека. Мы не будем вынимать, пока ты не уйдешь за палатку. Не, убирай за палатку людей. Илья, убирай за палатку людей. Ты мой характер знаешь. Слушай, Ленур, не надо со мной, потому что и ты мой характер знаешь. Я как сюда выставил, так точно так же они сейчас и встанут. Не, ну отойдите, дайте им поговорить. Отойдите. А я тоже уже пикаю. Вот не надо меня тут разводить на вот эту ерунду. А ерунду спасать Украину. Шаг назад. Оккупантам света. Вот мы туда ходим, не уйдем, что Все равно столбы окружите, только часть людей со мной, все остальные там. Все возле столбов, пока Илья не уйдет на ту сторону, о которой мы говорим, мы потом только в том случае в палатку уходим. Возле столбов стоят самые... Да, я тебе правильно Ты делаю. неправильно делаешь. Ты пришел только сюда что- с оружием. Ты только что мне говорил, что мы все отсюда сейчас В правую отойдем. сторону, идем вместе. Уведем людей. Забирай людей. Ты уводишь вправо, и мы там становимся вон там, где мы были. Во-первых, мы уйдем из-под столбов, из-под опасного напряжения, уйдем туда. Забирай людей. Пошли вместе. Пошли. Собирай людей. Мы идем вместе. Забирай людей. Первый идет. Я иду. Впереди идет милиция, потом идет народ. Собирай людей. Давай команду. Они выполняют только мою команду. Собирай людей. Ты что, не видишь? Уйдем в палатку. Забирай людей в палатку. Забирай туда людей за палатку. Забирай этих людей. Забирай только в том случае, когда выйдут. Забирай солдат. Собирай людей. Собирай людей. Я дети, понял на меня? Выходи на меня не ори. Тогда выходи Не отсюда. ори, говорю, Выходи на меня. вправо тогда, выходи. Выходи или штурмуй тогда, стреляй в нас. Стреляй, вот мы стоим. Вот можешь дать мне огонь им на поражение, давай. Здесь все есть, и чеченцы здесь есть. Все здесь. И крымские там уже Я к вся тебе Украина на это смотрит. я пришел к тебе спокойно и Я тоже попросил. спокойно тебе сказал, Илья, Ты не уводи. концерт успоил. Серьезно? Тогда выходи людей, забирай. Забирай, уходи. Ленур, ты концерт устроил. Покажите всем А гражданам. покажите, конечно, всем, что это Пусть посмотрят, концерт. что за люди. Вот что за люди, пусть посмотрят матери этих детей, на своих детей. Что они стоят, пришли сюда для того, чтобы кормить оккупантов в ту сторону, отправлять ему электроэнергию. Сейчас смотрят этот телеканал, все крымские татары в Крыму. Я сейчас посмотрю, потом после этого посмотрите, как они будут Украину любить. А вот таксисты ехали, мирные граждане. Шаг назад. Ленур, убирай людей. Уйди за палатку. И мы в палатку уйдем. Уйди за палатку. Ленур, убирай машину. Уходи за палатку. Уходи за палатку в ту сторону. Ну, уходи еще. Шаг назад. Шаг назад. Ленур, ты говоришь.
говорил о том, что мы уйдем. Садись за палатку. Ты сказал, Мы с тобой вместе идем. да мне нужно, чтобы там людей не было. Все люди уйдут тогда, когда уходишь туда, и там Здесь я народ Украины. я такой же народ Украины, как и ты. Тогда давайте делать одно. Ты стал сепаром, потому что ты ушел. Сейчас делаешь то, что выгодно оккупанту. Сейчас делаешь то, что выгодно оккупанту. Я воин, который воевал и проливал кровь за твою семью. Твою семью. Десантники приехали, сказали, мы с народом не воюем. Мы с народом украинским. В общем, ребята, кто за Путина и Сталина, тот сосет у Татарина. Убирай машину. Убирай машину. Одна пролитая кровь, Убирай машину. Убирай машину. Важно то, что у нас здесь есть. А ваша офицерская честь, она и наша в том числе честь. Если вы такую работу делаете с нами. Я сейчас вот Громадскому сказал комментарий, отправил фотографию. Здесь нас пытается штурмовать Илья Кива, который вообще здесь в Херсонской области находиться не имеет права. Приехал для того, чтобы штурмовать простых жителей Украины, которые не дают ремонтным работам производиться на Чапутове. Слава Украине! Героям слава! Аллаху Акбар! Все прямо! Я тоже подчинен. Я понимаю, я тоже подчинен. Налево! Налево! За мной! На месте, стой! Ну, по ходу команды они как собака, это туда-сюда. Ну, сидеть, лежать. Возможно, скоро будет фас. Голланд. Голланд? Да. Там какой-то спортивный корпус. Хоть что-то. Такой вообще два. Поэтому это... На отдачу, на отдачу. Раз, значит. АКП-2. Да. Интернет поставь. Либо ты в машину, либо туда. Вообще попробуй ладошки. Внимание.
На, не теплые. Что ты им говоришь? Нормально? А? Большие. Ну, теплые? Мы будем стоять здесь. Будем стоять нас. Мы не дадим демонтировать опору. Потому что пойдет стол, блядь, пизда всем. Не, ну вы тоже понимаю, кадр свой плохо, да? Показать, как вы работаете. Вы аккуратно. Ну, аккуратно. Это вы уважаете прессу? Пожалуйста. Антон, собрался? Здорово. Да я тебе не понял. А как вы здорово? А где наша здорово? А где ВПК, да? Сейчас. Давай, всем. Там есть нормально. Там не устраивает. Сейчас. Мы отразили вот этот первый натиск, потому что мы понимали прекрасно, что стрелять они нас не будут, потому что мы безоружные мирные граждане. Но то, что происходило, это, конечно, уже стыд, конечно, в Новой Украине, это стыдно. Потому что сейчас, я думаю, крымские татары, которые нас смотрят, они, конечно, в недоумении находятся сейчас, потому что как такое возможно? Сейчас те люди, которые говорили о том, что они поменяли Украину и что Украина поменяла, сейчас новая полиция, нападают на крымско-татарских активистов. Я вице-президент Конгресса, Всемирного конгресса крымских татар. Здесь есть председатель Меджлиса одного района, 2 члена Мили Меджлиса крымско-татарского народа, это Гульнара Бекирова и Ахмеджид Сулейманов. Здесь те, которые выгнаны из Крыма, выгнаны. Вы знаете то, что со мной происходит. Я в России сейчас террорист, получается, номер 1. А сейчас то, что мы здесь находимся, на нас штурмуют новая полиция Украины. Нас штурмует по приказу министерства, штурмует только за то, чтобы мы не даем возможность ремонтировать опоры, которые питают Крым. Тот самый Крым, который мы хотим вернуть. И Украина заявляет, что мы хотим его вернуть. Ну как такой сюрреализм возможен? Как так? Как можно власти отдавать такие приказы? Идти с автоматом на мирных граждан? Поэтому сейчас то, что произошло сегодня, это теперь уже войдет в историю, освободительную историю крымских татар, потому что вот то, что сейчас, это позор. То, что сделал, конечно, Киева Илья, он, конечно, затоптал свой авторитет сейчас полностью в грязь, потому что мы его знали совершенно другим человеком. И то, что сегодня произошло, конечно, это позор. И позор тем людям, которые отдавали ему приказ. Скажите, правоохранительные органы ушли, они вообще в целом отсюда ушли? Нет. Мы здесь стоим, отсюда мы не уйдем. Мы не для того сюда пришли, для того, чтобы какие-то договорники с кем-то опять подписывать. Мы ушли, и мы здесь стоим, а они отодвинулись вдоль дороги. Все, мы сейчас здесь, мы дальше никуда отсюда уходить не будем. Потому что сейчас ночь, но надо людям дать отдохнуть, надо, чтобы люди привели себя в порядок. У нас есть пострадавшие, поэтому мы хотим, чтобы ночь у нас была более-менее нормальная хотя бы. Если будут штурмовать, мы готовы к этому тоже, в любой момент.